Здравствуйте! В эфире новости. В студии с вами я, Бигаим Бигалиева, и о самых главных событиях к этому часу прямо сейчас. В Стамбуле состоялся Кыргызско-турецкий бизнес-форум. По итогам было подписано 6 меморандумов о привлечении инвестиций и расширении торгово-экономических отношений. В работе бизнес-форума приняли участие первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и вице-президент Турции Фуат Октай, а также более 300 предпринимателей. Боронов подробно рассказал об инвестиционном потенциале Кыргызстана и призвал турецких предпринимателей активно участвовать в инвестиционных проектах. Кроме того, турецких бизнесменов ознакомили с информационной системой «Инвестиционная карта», которая содержит информацию об экономических показателях областей и районов Кыргызстана, включает инвестиционные проекты и земельные участки с объектами инфраструктуры и природных ресурсов. Было обсуждено сотрудничество в гидроэнергетике, создание технопарков, экспорт сельхозпродукции и товаров обрабатывающей промышленности. Среди стран Центральной Азии Кыргызстан выделяется своими богатыми водными ресурсами. Энергетический потенциал страны очень высок. Именно поэтому сейчас в стране идет активная работа по реконструкции и обновлению гидроэлектростанций. Кроме этого, ожидается ввод в эксплуатацию новых ГЭС. О том, какая работа сейчас проводится и что еще ожидается сделать, в следующем материале. В настоящее время в Кыргызстане реализуется ряд проектов, нацеленных на улучшение энергетической отрасли страны. Так, на Токтагульской ГЭС завершена первая фаза реконструкции, в ходе которой были установлены новые трансформаторы и обновлены электрокабели. Если быть точнее, то заменены 4 больших трансформатора, распределительный центр напряженностью 500 киловольт и 4 кабеля. Этот проект финансируется Азиатским банком реконструкции. В рамках этого проекта, он состоит из 3 фаз, и будет полностью модернизирована Токтагульская ГЭС. Вы знаете, это одна из наших основных гидроэлектростанций мощностью 1200 мегаватт. Сейчас идет работа по подготовке второй фазы этого проекта, в рамках которого будут заменены уже гидроагрегаты. Поэтапно, ежегодно, каждый год будет меняться один гидроагрегат. Кроме этого, реконструкция проводится сейчас и на Атбашинской ГЭС, что в Нарынской области. ГЭС мощностью 40 мегаватт обновляется за счет швейцарского гранта. Что касается Учкурганской, первая ГЭС на реке Нарын, которая была введена в эксплуатацию в 1961 году, то ее реконструкция начнется в 2020 году, в результате чего ожидается увеличение ее мощности на 10%. Сейчас стоим мы в преддверии начала работ по реконструкции Учкурганской ГЭС. На сэкономленные средства 110 миллионов долларов США по реконструкции Токтагульской ГЭС сейчас направлены на реконструкцию Учкурганской ГЭС, где тоже предусматривается полностью замена оборудования, есть работы по плотине, и тоже мы планируем увеличение мощности Учкурганской ГЭС порядка на 10%. В энергосистеме все еще множество нерешенных вопросов. Основными являются увеличение мощности распределительных центров, обновление линий электропередачи, технического оснащения гидроэлектростанций и тепловых центров. Также немаловажным является своевременная уплата долгов. Надо будет приглашать иностранных инвесторов для того, чтобы увеличить генерируемые мощности и продавать на внешний рынок электрической энергии. Раз не можем внутри поднять тарифы, то надо работать с внешним рынком по продаже электрической энергии. Отметим, сейчас в стране реализуется проект «Касса-1000», нацеленный на передачу электроэнергии энергодефицитным странам Южной Азии. Он завершится в 2022 году. В его рамках будет построена воздушная линия напряжением 500 киловольт. Проведение этих линий и начало работы проекта позволит привлечь в эту сферу инвесторов. Кроме того, введя в эксплуатацию Казарманского, Верхненарынского каскадов, а также первой Камбаратинской ГЭС, страна получит возможность экспортировать электроэнергию в соседние страны. Бигаим Бигалиева, Нуркамиль Асанов, Алатау 24. Сотрудники патрульной службы милиции поместили на штрафстоянку 7 автомашин за неуплату штрафов по системе безопасного города. Об этом было сказано на заседании Общественного совета МВД. Количество нарушений ПДД, числящихся за этими автомашинами, составило 56. Общая сумма штрафов – 53 тысячи сомов.
Китай произвел успешный пуск ракеты-носителя Чанчжэн-3В с двумя навигационными спутниками Бэйдоу-3. Бэйдоу – создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской GLONASS. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру. Пуск состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутники вышли на заданную орбиту и начнут работать после серии тестов. В столице отметили 95-летний юбилей газеты «Кыргыз Туусу». С поздравительной речью от имени главы государства выступил советник руководителя аппарата президента Султан Раев. В юбилейной церемонии приняли участие писатели, государственные деятели, известные журналисты и гости из регионов. Напомним, с 1924 по 1927 годы национальная газета называлась «Эркинто». Затем ее название несколько раз менялось. «Кызыл-Кыргызстан», «Советский Кыргызстан», а с 1991 года и по сей день она называется «Кыргызстан Туусу». Это действительно большой праздник для нас, ведь эта газета внесла вклад и в становление нашего государства. Мы пригласили на это мероприятие своих коллег, которые в свое время освещали те или иные события и помогали людям своими материалами, гостей из регионов, с которыми тесно сотрудничаем, и наших читателей. Конечно, в эпоху цифровизации газета отодвинулась на второй план. Но ведь все помнят, все знают, что совсем другие ощущения, когда берешь в руки газету. И даже запах другой. Я думаю, эти ощущения ничем не заменить. В Национальной академии наук прошло мероприятие, посвященное 150-летию Семитейчи Джангабая Коджекова. Оно организовано Институтом языка и литературы имени Чингиза Айтматова. Были прочитаны доклады, отрывок из Семитея, рассказаны интересные факты о жизни Коджекова. В мероприятии приняли участие представители аппаратов президента и правительства, Джогорку Кенеша, моносоведы, литераторы и ученые. Один из великих этнографов, Кайым Мистафов, он сказал ему, что его Семитей более ярко выражено, чем у других. Он попросил его остаться у себя дома. Он 8 месяцев записывал Семитей. Вот в 1936 году сдал это в архив Академии наук. Пройдя 80 лет, в этом году только вышел на свет это 3 тома Семитея. Главная цель мероприятия – донести до общества информацию о сказителе Джаныбае Коджекове. Книги о нем изданы в небольших экземплярах, и все они находятся в библиотеках и школах. А вот через телевидение и радио мы говорим о нем впервые. В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся вечер поэзии «Поздняя осень», посвященный творчеству поэтов Мейиркан Токсубаевой и Самидина Стамбекова. Мероприятие организовано при поддержке Международного общественного фонда «Инициатива Розы Отумбаевой» и Союза писателей. Произведения поэтов читали студенты бишкекских вузов. Отметим, вечер поэзии проводится в 35-й раз и нацелен на поддержку поэтов и писателей. Мы приглашаем сюда целевые группы, в основном студентов факультета филологии, университетов наших, факультетов журналистики, а также мы приглашаем всегда курсантов, студентов авиационного, военных училища, чтобы они тоже получали какое-то духовное богатство для себя. Это были самые заметные новости к этому часу. Всего вам доброго и до свидания.